В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Первый случай заражения штаммом COVID-19 омикрон выявили в Якутии. Государственные и ведомственные награды вручили работникам средств массовой информации, издательского отдела и полиграфии в Якутске в День российской печати. Акция «Самый важный на дороге» в Тампонском районе привлекает внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения. Первый завозной случай заражения штаммом коронавируса омикрон выявили в республике. Об этом в ходе брифинга по эпидситуации сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Это жители Тем временем, вернувшиеся с отдыха с одной из зарубежных стран, отмечают, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод. Непосредственно был выявлен сам случай инфекции и, соответственно, предприняты все меры, которые определены с 16 декабря по плану главы Республики Саха-Якутия по предотвращению распространения нового штамма омикрон. На сегодняшний день установлен круг контактных лиц. Контактными лицами выданы и продолжают выдаваться предписания Роспотребнадзора о самоизоляции. Медицинские работники поликлиники начали осмотр и забор анализов у контактных лиц. Подготовлена отдельно изолированная палата в инфекционных стационарах и развернут соответствующий обсерватор. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к омикрону. В кратчайшие сроки должны быть представлены дополнительные предложения для предотвращения распространения нового штамма коронавируса на территории России. Минздрав до 14 января оценит готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек. Регионам рекомендовано увеличить объемы тестирования населения. Минздрав и Минфин до 21 января должны представить в правительство проект решения о выделении 187 миллионов рублей на исследование вакцин против COVID-19. Средства необходимы для завершения в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики инфекции. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус открыли в аэропорту Якутск сегодня. Пройти бесплатное тестирование могут все желающие из числа прибывающих пассажиров центральных рейсов. Исследования на ковид проводят сотрудники Якутской городской больницы номер 2. Отмечается, что по результатам данного теста диагноз не ставится. Если первичный анализ покажет у пассажира положительный результат, то ему выдадут направление в обсерватор для дальнейшего медобследования. Пункт расположен в аэропорту Якутск на первом этаже в зале выдачи багажа. Режим работы ежедневно с 6 до 10 утра по якутскому времени. Передвижной мобильный комплекс прибыл в Нюрбинский район. Благодаря реализации регионального проекта развития первичной медико-социальной помощи в рамках нацпроекта здравоохранения было приобретено 14 комплексов для 14 районных больниц. Специалисты будут выезжать в отдаленные села для оказания медицинской помощи населению, проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. В машине есть тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы и холестерина, холодильник для хранения лекарственных препаратов и многое другое. Компьютеризированное рабочее место также позволит заполнять все необходимые документы в электронном виде и отправлять в общую базу. Также в рамках районной целевой программы охраны здоровья населения Нюрбинского района сейчас ведутся переговоры и запланировано оснащение нашего передвижного медицинского комплекса на базе КАМАЗа дополнительным диагностическим оборудованием, что позволит улучшить дальше качество диагностики для населения труднодоступных населенных пунктов. То есть мы запланировали приобретение, может быть, и УЗИ-аппарата, и передвижного маммографического комплекса, а также необходимых расходных материалов и медицинского оборудования для ранней диагностики онкологических заболеваний, то есть приобретение онкотестов экспресс.
За третьего ребенка на Дальнем Востоке дадут 1 миллион рублей. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чукунков. Он заявил, что сначала программу внедрят на части территории, а в случае успеха она будет распространена на весь Дальневосточный федеральный округ. Напомню, что в регионе уже действуют меры поддержки рождаемости. В частности, программа дальневосточной ипотеки с пониженной ставкой, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, единовременная выплата при рождении первого ребенка. Предполагается, что население Дальнего Востока вырастет к 2025 году до 8,5 миллионов человек и до 10 миллионов к 2035 году. Глава республики встретился в Москве с председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. Айсан Николаев ознакомился с итогами прошлого года, рассказал об общественных инициативах, связанных с юбилеем республики, проектах, столетний план развития и целевом капитале «Дети столетия». В ходе встречи стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Якутии, в том числе развитие системы здравоохранения, высшего образования, а также дальнейшие этапы строительства Ленского моста. Добавим, что в юбилейном для республики 2022 году в Совете Федерации пройдут Дни Якутии. Торжественные мероприятия в Верхней Палате Федерального парламента состоятся в марте этого года. Между тем, Айсан Николаев подписал указ о проведении в Якутии Года матери. План мероприятий будет утвержден до 15 февраля. Главам муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано принять и осуществлять планы на территории муниципального района и городского округа. Главгосэкспертиза одобрила строительство моста через реку Вилюй в Якутии. Длина его составляет 1657 километров. Проектом предусмотрено также строительство участка новой дороги протяженностью более 22 километров в Верхневилюйском районе. Также на участке построят мост над рекой Менекен, скотопрогоны для пропуска животных, водопропускные трубы и площадку отдыха. Новая автомобильная дорога Вилюй соединит труднодоступные районы севера Приангарии и Якутии с сетью федеральных дорог, обеспечив регулярное транспортное сообщение, подъезды к крупным городам, а также к месторождениям углеводорода и калийных солей на протяжении маршрута. 2 года назад здесь начали работу. Большие геологические, геозические, гидрологические изыскания проводили. И сейчас вот по проекту где-то вокруг села Верхневилюйск 22 километра дороги. И здесь тоже 5 километров дороги подъездные, плюс еще вот километр 600 мост будет. Это будет на данный момент самый большой мост в Якутии. Возобновила работу газозаправочная станция в Амгинском Улусе. Она открылась еще в 2020 году, но из-за технических проблем приостановила работу. На данный момент цена за литр газа равен 31 рублю. Это почти в 2 раза дешевле бензина. Поэтому появлению в Улусе газозаправки больше всего рады водители и предприятия. Хотим сказать, что вот населению, вообще проезжающим всем водителям, жителям республики, что вот в нашем районе газозаправочная станция работает. Поэтому очень надеемся, что все будет хорошо дальше. Пожелаем, чтобы она хорошо работала. Акцию «Самый важный на дороге» провели в Тампонском районе сотрудники ГИБДД вместе с представителями районного управления образования, отдела по делам молодежи и семейной политики и учащимися Хандекской средней школы. Мария Винокурова с подробностями. Только за прошлый год на территории Тампонского Улуса произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. Детского травматизма не зарегистрировано. В ходе акции учащиеся Хандекской средней школы довели разъяснения водителям по темам соблюдения скоростного режима, алкоголь недопустим при вождении, ребенок – самый важный пассажир. Скорость должна быть такой, чтобы избежать опасной ситуации на дороге. Горе вождения В райцентре Тампонского Улуса вопросы обеспечения безопасности дорожного движения стоят особо остро, так как через Хандугу пролегает федеральная трасса Колыма. Поэтому в 2012 году напротив Хандекской средней школы установлен единственный поселковый светофор. Дети посмотрели, как работают сотрудники ГИБДД, пообщались с водителями. Это у нас не первая акция.
с детьми. Очень важно, чтобы дети знали с раннего возраста правила дорожного движения, чтобы для снижения детского травматизма. Организаторы социальной акции «Самый важный на дороге» выразили уверенность, что услышанное из уст детей надолго запомнится водителям, и травматизма на дорогах станет меньше. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Горном районе на базе Кюрелякской средней школы с текущего учебного года начал работу профилированный медицинский класс. Идея появилась в 2020 году. Теперь при поддержке Мединститута Северо-Восточного федерального университета, Малой медицинской академии и Горной центральной больницы 14 учащихся 7 класса получают базовые навыки в сфере медицины. Наши ребята в этом учебном году узнали много новых навыков по медицинскому уходу. Мы планируем участвовать в республиканских и всероссийских конкурсах, проектах. В этом году я участвовала в улусном конкурсе WorldSkills компетенции социальный и медицинский уход и заняла 1 место. Из нашего класса участвовали 4 учащиеся. Сегодня отмечается День российской печати. С праздником якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. Сегодня в республике зарегистрированы сотни средств массовой информации, растет число интернет-изданий. Современная пресса развивается хорошими темпами, на высоком профессиональном уровне, при этом сохраняя традиции. Также глава Якутии выразил отдельную благодарность ветеранам средств массовой информации, которые отдают много душевных сил своему призванию. В Якутске чествуют журналистов, которые своим трудом, умениями и оперативностью доказали значимость профессии. Сегодня представителям средств массовой информации республики вручили награды от имени главы Айсена Николаева и правительственные благодарности. А также члены Союза журналистов назвали лауреатов и дипломантов региональных конкурсов. Традиционно подвели итоги и якутские министерства. Многие награды забрали сотрудники национальной вещательной компании «Саха». Так, отличником сельского хозяйства стала журналист телеканала «Якутия-24» Екатерина Амосова. Мы являемся лидером среди регионов России по количеству и по качеству работы средств массовой информации. У нас есть достаточно большой пласт и государственных СМИ, и негосударственных, так называемых независимых средств массовой информации, которые объективно, независимо и полно отражают всю работу нашей республики. И в этот день мы от имени правительства республики всех поздравляем, желаем творческой работы. И наступивший 2022 год, он значимый для всех, для каждого якутянина. И мы надеемся, что каждый работник средств массовой информации привнесет свое для празднования столетия якутской автономии. На этом все. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь.